yanıgın O hazırla senin için yanı işler yanıgın O aşığa gel sen have gel Göresin mi her şey hazır Cezvem kaynay bir can bekle Ah hoş bir koku Have lezzeti uyatar Çek çek, tüyürmenim çek Havada neler ezilir Have olur ve neşe olur Bekle, bak, bakır tüste bak Güneş batada du du da da Gel oturayık milletimle En sevimli adeti bu dostum Sıra sıra cezveler hep kaynıyor Gün başlana ve gün bitecek Hayat devam eder dostum Sıra sıra cezveler davet eder Camlı sofada duyulmaz vakit Yüz bere uygunluk rahatlık Denizde mavilik sefadar bahçeler Dağlarının sihirli divarı uzaktan Güzellik kaynay etraftan Bu güzellik gönüller kandıra Bu etraf bir de havem Tekrarlanmay Sen bu dağdan bir şey öğren Onu anla toxtama Bilme nasıl gel Sen have gel Göresin mi her şey hazır Cezvem kaynay bir can bekle Ah ya bir yudum Have lezzeti uyatar Taktuk Ayak dibinde taş Yollar o günde yanıyorlar Da bu fukaha darıyorlar Bekle al renklere bak Güneş durar Gel oturayık milletimle En sevimli adeti bu dostum Sıra sıra cezveleri davet eder Gün başlana ve gün bitecek Hayat devam eder dostum Sıra sıra cezveler hep kaynıyor Cezvem kaynay, cezvem kaynay Cezvem kaynay Cezvem kaynay Cezvem kaynay
Салям алейкум! Вас приветствует программа Джанла Студио. И я рада приветствовать нашу гостью, фольк-джаз-певицу крымско-татарскую Эльвиру Сархалил. Салям! Алейкум салям! Хош келдин! Сау алия! Ты родилась, можно сказать, в музыкальной семье. И буквально с раннего детства поставила себе цель стать певицей. Какими были эти шаги на пути к твоей цели? Вообще начиналось, наверное, с колыбельной песни. Поскольку я услышала где-то по телевизору программу детскую, и она заканчивалась на ночь, по-моему, там колыбельная пелась. И я ее услышала, мне она так была до души, и поэтому я ее выучила и начала напевать. Все заметили вокруг, что у меня есть голос. Да, и потом как бы это уже было сложно не заметить, потому что я постоянно пела. Как происходил поиск песен крымско-татарских? Ведь ты поешь самые старинные песни. Поиск... Ну, вообще-то я в детстве вот записывала все песни, которые моя бита пела, моя бабушка. И у меня сохранилась эта тетрадь, и я начала, я открыла ее и вспомнила эти песни, которые она исполняла. Вот это вот было, наверное, первое, что я взяла во внимание. А потом уже я слышала вокруг, у нас же люди очень поют хорошо, красиво на южном берегу, наш народ очень имеет какой-то колорит особенный. И имея рядом вот такое вот богатство, мне захотелось просто
их это все изучить. И потом я стала собирать у них эти песни, и у меня хороший материал уже, свой архив образовался, и их исполняла вместе с разными музыкантами в разных проектах. И, ну, в общем, вот так как-то оно у меня пошло. Эльвира, что для тебя первично в крымско-татарской музыке? Первично эмоция. Вот это то, что побуждает дальше уже голос воспроизвести, да, какую-то определенную краску, тембр. То есть это, если это эмоция, там, как правило, это любовь. Вот. И если оно наполнено любовью, оно сразу распевается как-то особенно, да. Если это какая-то шутка, то она тоже, у нее определенная своя интонация есть. А затем уже знание там, языка, это у кого-то диалекты, да, разные. Затем вот уже образование, наверное, потому что оно помогает, когда знания есть, все-таки легче. Но вот тут есть такой момент, фольклор, он же исполняется народом, то есть люди не должны быть профессионалами, в принципе, в исполнении этой музыки. Çok şeyge yolcunu öğretir. Ayakını daldırır, kalbini huvandırır. Ya da aksine karge o seni daldırır. Aylandır köpçeklerini tezce arabam, tezce he ol, tez ol, men trengeydan. Tezleştir yürüyüşünü men pek aşıkam, yolcu men evge kaydam.
Çiçeklerini dizce arabam dizce ol tren tez ol men trenge aytam tezleştirir uşunu men pek aşıkam yolcu men men evge haytam tararı 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 Ömrüm bir uzak yolculuk Ömrüm bir uzak yolculuk Вот как педагог, скажи, в каком состоянии сейчас крымско-татарская культура? Крымско-татарская культура развивается, и не только в Крыму, за ее пределами особенно. Мне нравится, что есть у нас в культуре отдельные люди, которых вот ничего не сломают. Они будут идти до конца. И я это не раз в этом убеждалась. И в мирные времена, и в более такие критические, сложные годы для судьбы крымско-татарского народа. Поэтому я всегда вижу, наблюдаю их. Это же те же там ремесленники наши, гончары, даже есть вот килимы, да, ткут у нас с рисунком родным. Причем они это добывали, они ездили по миру, чтобы собрать правильный вот этот рисунок. Так же, как и с музыкой, там, инструменты возрождаются, народный мотив живет, но снова же, как я сказала до этого, он живет, наверное, благодаря вот, может, искреннему и такому более строгому подходу, потому что, да, вот здесь вот строгость очень важна тоже. Чтобы не растерять, конечно, то, что хотя да, бы мы сейчас да, еще имеем. Да. Мне не очень нравится, что она такая какая-то вот, как мыло, как мыльная такая становится крымско-татарская музыка. Она загоняется и как-то звучит все просто, чтобы звучало. Ну, вот звучит и звучит, то есть нету вот таких тонких каких-то, как я говорила, Ты строгих. говоришь сейчас да. о народной музыке или вообще? Вообще, да, как о культуре. Крымско-татарской да. эстраде в целом? Ну, в целом, да, вот сейчас, если коснуться музыкальной культуры, вот есть такая какая-то тенденция просто делать ее, и она такая, она звучит шумно, все, да, это, ну, как такой, присутствует такой драйв, присутствует такой, как сказать, среда вот это вот, что да, оно крымско-татарское, но вот хочется, чтобы люди, музыканты бережнее, что ли, бережнее, более чутко обращались к крымско-татарской музыке, особенно с фольклором. Deniz gibi eken endi bildim. Yazık bu deniz gözlerinin cin misali. Deniz bugün oy canem yabancı soğuk
нас могут делать музыку, у нас могут делать самую прогрессивную музыку. Я просто очень восхищена, насколько нас не сломало все, не сломали там 18 век, не сломала депортация и не сломал 14 год в Крыму. И это все растет, и я думаю, что все изменятся, и все будет идти к лучшему. Я верю в лучшее. То есть у нас хорошие перспективы. Да. У нашей культуры хорошие перспективы, у нашего народа хорошие перспективы. Надеюсь, что да, если говорить уже о народе, зависит от насколько включится весь народ. То есть какая-то часть его развивает, но должен весь народ участвовать. Вот каждый почувствовать, что сегодня я могу сделать. Пусть это будет очень мало, пусть он выучит 2 слова на родном языке сегодня. Он сделал не только для себя, он сделал это для, если он учит своих детей, он общается на этом языке. Это достаточно, если каждый из нас каждый день по капле, по зерну положит вот в наше развитие, в наше будущее. Karşıdan fener gelir aman, aklıma neler gelir. Karşıdan fener gelir, aklıma neler gelir. Daha yaşım küçücüktür, başıma neler gelir. Daha yaşım küçücüktür, başıma neler gelir. Su gelir gül tavandan, içilmez kapağından. Su gelir gül tavandan, içilmez kapağından. Dünya dolu dülber olsun, vazgeçmem sevdiğimden. Dünya dolu dülber olsun, vazgeçmem sevdiğimden. Karşıdan gördüm seni, al güller sandım seni. Karşıdan gördüm seni, al güller sandım seni. Koklamaya kıymaz idi, ellere verdim seni. Koklamaya kıymaz edim, ellere verdim seni. Ellere verdim seni. Ellere verdim seni. Расскажи нам о своем творческом союзе с композитором и пианистом Расимом Рамазановым. Вы готовите какой-то новый проект? Да, у нас есть проект Сарахалил and Рамазан Project. Мы его презентовали однажды в Киеве и планируем дальше в городах Украины концерты. Расим композитор и пианист, он пишет музыку, а я певица, но я тоже пишу музыку, поэтому мы соединили нашу идею в одно и вместе создали такой вот музыкальный проект. Пригласила друзей, музыкантов в нашу идею. Это Эндрю Арнаутов, украинский, американский бас-гитарист,
Это Дэниел Курфирст, американский барабанщик. Сейчас мы записали альбом, но пока мы его не презентуем, просто идет, все равно идет как-то там дальше развитие и завершение его. Но мы можем с гордостью сегодня заявить о том, что состоялась презентация нескольких авторских композиций совместной работы Эльвиры Сарахалил и Расима Рамазанова. Я очень рада, что сегодня это состоялось именно у нас, на нашей передаче. Сагул, что уделила нам время, что пришла к нам сегодня в гости. И спасибо за то, что ты делаешь, за твое развитие, за твой вклад в нашу крымско-татарскую культуру. Сагул нас за приглашение пообщаться с вами, за такой музыкальный проект на телеканале АТР. И я очень рада, что мы увиделись и смогли поговорить о музыке. И спеть вместе. Спеть вместе тоже. С вами была программа Jungle Studio, ваш гид в мир музыки. До встречи через неделю.